Министерство юстиции приступило к тестированию электронных браслетов. Браслеты неводопроницаемые и противоударные. Его полной зарядки хватит на 3 дня. После того, как на человека наденут этот браслет, он не сможет самостоятельно от него избавиться. В случае, если человек все-таки попытается его снять, то в ситуационный центр министерства поступит сигнал. На вид браслет ничем не отличается от обычных смарт-часов. Электронные браслеты в режиме онлайн-времени будут отслеживать местонахождение клиентов пробации, условно-досрочно освобожденных и лиц, которые могут повторно совершить преступление. Также этот гаджет поможет контролировать передвижение мужчин, подозреваемых в семейном насилии. Браслет дистанционно привязывает к сотовому телефону. Также мы можем определить по вот этим параметрам, мы можем определить его скорость перемещения. То есть был ли он пешеходом, или на велосипеде, или на машине. Также мы можем учитывать его даже скорость. А также мы можем, вы можете здесь посмотреть, как осуществляется именно этот человек находится дома. Он условно находится у себя дома и занимается своими делами. То есть, если человеку поставлены определенные точки, не покидать, он должен находиться в этом месте. История передвижения того или иного человека будет сохранена на сервере ситуационного центра. И при запросе информации, например, со стороны судебной системы, Минюст сможет предоставлять все данные. Тревога. То есть оператор должен здесь реагировать. В данном случае он должен оповестить потенциального нарушителя, что вы нарушили требования законодательства, вернитесь, либо соблюдайте установленные требования. Также сейчас можем посмотреть, вот ему отправлен СМС. Также установлена ему вторая геозона, которую он должен пресечь. То есть для нас должна, в настоящий момент объект находится здесь, он должен перейти эту территорию, то есть и здесь нам должно прийти оповещение о нарушении его требований. Существует мнение, что электронное наблюдение не является мерой пресечения, а всего лишь считается дополнительным средством технического контроля к традиционным мерам, таким как домашний арест или подписка о невыезде. Но, как отметил директор Института нормотворчества и верховенства права Аязбек Джарканбаев, это современный метод не имеет границ в ограничении осужденного по территориальности и времени нахождения в каком-либо месте. Ни в теории уголовного процесса, ни в законодательстве нет ограничений на внедрение новых мер пресечения. Тем более в других странах это тоже практикуется. И если говорить об отличиях, то в принципе электронное наблюдение как мера пресечения, она также отвечает тем же элементам, которые присутствуют в каждой мере пресечения. Например, это ограничение по территории. Да? То есть подписка о невыезде – это ограничение по территории, связано с населенным пунктом. В домашнем аресте ограничения по территории связаны с жилищем. Мировой опыт использования электронных браслетов показал положительный результат. Например, в Англии с помощью данного гаджета специалисты могут даже определить, принимал ли осужденный наркотики. Ведь при употреблении наркотических веществ человек, как правило, начинает сильно потеть. Поэтому для данного ведомства использование электронных браслетов поможет упростить работу сотрудников. Рахат Батрибекова, Меримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.